Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Жанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит обладатель уникального голоса. Встречайте, Филюс Кагиров! Салям, Филюс! Ой, привет, Асан. Привет. Татарский Ромео. Ромео татарской эстрады, можно и так сказать. Филюс Кагиров. Певец. Лауреат Республиканской молодежной премии имени Мусы Джалиля. Родился 2 ноября 1986 года в деревне Килимово, Буздякского района Республики Башкортостан. После Октябрьского музыкального училища окончил Казанскую государственную консерваторию имени Назиба Жиганова, класс профессора Зели Сунгатулиной, где сейчас учится в аспирантуре. В августе 2011-го Филюс стажировался в Италии, в Академии итальянской оперы в Римини под руководством Карло Пари, известного пианиста, дирижера и оперного постановщика. Филюс Кагиров – лауреат нескольких республиканских и всероссийских конкурсов. Обладатель уникального, сильного и яркого голоса. Одинаково хорошо исполняет как классические произведения, так и песни современной эстрады. Я не с пустыми руками. Значит, Руслан, вот тебе календарь, да, на 2015 год, последний CD-альбом. Да, благодарю. И вот Бигзур Ахмед. в кухне всегда пригодится. Большое спасибо, Бигзур Ахмед. Ну а для наших зрителей, я понимаю, ты принес специальный оригинальный рецепт. Ну, специально, не специально, самое главное, это быстро и удобно. Мы как любим, мужчины, быстро раз приготовить, что-то быстренько И съесть. самое главное, опять с мясом. на Вот я работу. смотрю на фарш говяжий. Естественно, ты уже приготовил, ты сам молодец. Как называется вот само блюдо? По-татарски это называется итликотлама с юморка, блядь. По-русски это, естественно, будет мясной рулет с яйцом. Филюс, скажи, пожалуйста, из чего состоит наше блюдо? Ну, состоит, значит, вот у нас фарш уже есть. Основа. Тут, да, основа. Тут, значит, лук нам обязательно и картошка. Картошка на гарнир. И, наверное, мы начнем с картошки, чтобы у нас гарнир уже быстрее Гарнир приготовилось. был готов. Да. Так, хорошо, картошку я беру на себя. Ага. Ну а приятное занятие резать лук я передаю тебе. А я люблю... Начинаем. Двое мужчин на кухне, а это значит, блюдо будет вкусным. Обязательно. Так, Филюс, давай мелко-мелко режь лук, самое ответственное задание тебя, а я уж порежу тихонечко, пополам картошку. Не радуйся, тебе на картошку тоже надо будет. А, тоже надо будет лук? Спасибо, молодец, молодец. Так, режем мелко и на картошку тоже мелко. Да. Ни одно блюдо практически не обходится без лука, кстати. Да. Филюс, ну мой самый любимый вопрос для зрителей. Готовишь ли ты на кухне и что готовишь вообще в свободное время? Ну, естественно, готовлю. Как у нас у татар принято, наверное, что жены всегда готовят. Но повседневно, естественно, у меня жена готовит. А так, на празднике мы вдвоем с ней беремся за это дело. И гостей, я вообще люблю гостей, когда к нам приходят. И я, конечно, люблю готовить на второе что-нибудь. И обязательно с мясом должно быть. Ну, какой мужчина не любит мясо, да? Мы с тобой готовим рулет с фаршем и с яйцом. Хотел спросить, у тебя замечательный голос. Пользуешься тем, есть такой секрет, насколько я знаю, когда пьешь сырые яйца, голос становится лучше. Правда, нет? Я не знаю, я это не пробовал, поэтому кому-то, может быть, кто-то пьет там, все это. Кто-то, может быть, пьет, Да. а Филюс Кагиров не пьет. Нет, я не заморачиваюсь этим, я поэтому просто распеваюсь до сцены, значит, выхода на сцену, и потом уже выхожу на сцену и пою. Так, Филюс, у меня лук готов. Ну, мне Этот лук скоро тоже будет. Так, скоро еще, да? Да. Я пока порежу картошечку, потом мы ее поставим сразу обжариваться. Так, ну, справляешься. Ну, сразу видно, что человек говорил правду. Лук у тебя получился даже лучше, чем у меня. Либо ты так... Потому что дома с луком только я занимаюсь. Так, Филюс, давай мы вспомним вместе с тобой твое детство. Сколько лет было, когда ты первую песню спел?
Как всегда, как у Честно, всех в садике это было? Да, да, кстати. Я пел как раз в садике. Это было на 8 марта. Значит, собрали мам. И, значит, сидели. А моя мама, кстати, не знала, что я пел. Да. Сюрприз был. Да, у меня папа всегда на гармошке играл и пел. Когда мама на работе была, мы, значит, сядем с папой, он играет, я пою, и вот так песни мы учили. Она и не знала. И тут я вышел, значит, тут все дети хором сначала спели, и тут вдруг поет Филюс Кагиров. И я, значит, начал «Сандуғашқа сірін сөйлей, и артында қайын, шул қайынға сыйынып жылыйм, сені сағынған сайын, мен yılıyım, min jırılıyım, seni sağınған сайын. И мама заплакала. Да тут не маму зовут, я тут сам чуть не заплакал, понимаешь? После этого, естественно, все праздники в деревне, все там мероприятия. Уже только- без тебя не обходились. Да. Потом конкурсы начались, районные, потом республиканские. Да, Так, сейчас про конкурсы, российские кстати, там. я хочу подробнее поговорить, но проконтролировать, как мы жарим картошку. Я предлагаю на подсолнечном масле, сверху лучок, Да. немножко соли, татарский старый рецепт. Ты не против, самый да? лучший вариант, Отлично. Так, вот первый серьезный конкурс, давай вспомним, где он был уже, в Казани? Нет, еще были конкурсы, когда я поступил в музыкальное училище, Октябрьское музыкальное училище. Даже, наверное, раньше, как я поступил в это училище. Вот. Это Давайте республиканский послушаем. конкурс. «Озонки» называется. Это башкирские протяжные народные песни. Значит, мне тогда, наверное, лет 15, даже 14. И на репетиции, значит, я стою, пою, там все серьезно, тут республиканские, тут отовсюду дети тоже и взрослые тут приехали. И одна, значит, такая женщина подходит и говорит мне: а ты откуда, значит? И все расспрашивает. Я говорю, вот так, так-то. И а вы, говорю, откуда? Она говорит, вот я, значит, преподаватель там вокала в Октябрьском музыкальном училище, Галия Закировна Мусина. И все, значит, приглашает меня туда учиться. А я только 9 класс заканчиваю. Говорит, давай сразу, не надо там 10, 11 заканчивает, можешь сразу приехать и поступить, и все, начать творческую То есть ты еще ничего не жизнь, спел, да. я на тебя сразу взяла. Ну вот на репетиции же она видит, как я стараюсь, видимо, да. И после этого, на самом деле, я закончил 9 класс и уже поступил в училище, 2002 год, и начал уже свою творческую жизнь. Так, Филюс, лук у тебя готов. Да, готов. Мы, значит, сейчас добавляем фарш. Так, лук. секундочку, я пока нашу картошечку закрою крышкой, но мы туда добавили не только подсолнечное масло, но и немного воды, так картошка приготовится быстрее и вкуснее. Да. Ну и не забудьте ее посолить. И поперчить. Так, и поперчить. Да. Следующее задание. Филюс, я готов. Следующее задание. Какой Сейчас. ингредиент мы добавляем еще в фарш? Мы добавляем, значит, зелень. Так, я смотрю, это петрушка у нас и укроп. петрушка. Нет, это не петрушка. Можно и петрушку. Это на свой вкус, так скажем. Значит, тут у меня сегодня кинза. А кинза для мяса это намного вкуснее. Конечно. Так, и чесночок у нас еще остался. Чесночок, да. Ты сейчас, значит, мелко нарежь Так, хорошо. ног, а я, значит, Зелень. зеленью займусь. Так. Вот. Зелень тоже мелко-мелко. Мелко-мелко, да. Поехали. Поехали. Филюс, продолжаем делиться биографией твоей нашим телезрителям. Расскажи, пожалуйста, вот как ты все-таки оказался в Казани и остался, и пригодился даже здесь? Я тоже с детства мечтал почему-то о Казани. И после окончания училища в 2006 году я поступил в Казанскую государственную консерваторию имени Назипа Жиганова в класс Зель Даяны Сунгатуллиной. Но ты ведь еще успел и закончить аспирантуру. Да, и это вот недавно это все произошло, в 2014 году. Вот
можно сказать, уже 8 лет живу в Казани. А не было, кстати, желания за все это время поменять какую-то профессию, уйти в бизнес, как многие делают? Нет, на самом деле, я смотрю, а что я еще Умею, да? умею, да? Готовить. Ну, готовить, сколько можно готовить? Сколько можно готовить? Нет, это, конечно, любимое дело, это уж, оно, ведь как начиналось? Просто быть эстрадным певцом, стать, все вышло так посерьезнее уже. Когда поступил в консерваторию, тут и классическая музыка пошла, тут, видишь, оно и опера начал петь, и романсы. Фирюз, ну раз уж мы заговорили об опере, мне кажется, самое время что-нибудь из классики исполнить. Из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», ариоза Ленского. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена, всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Ну и дальше там. Браво, браво! Дорогие друзья, и это только начало. После небольшой паузы мы продолжим готовить замечательное блюдо под названием Итле патлама. Емаркабелян. Уважаемые телезрители, мы продолжаем и готовим мы сегодня итлекотлама емаркабелян. А помогает мне Филюс Кагиров. Хотя кто кому помогает еще, да? Ну да. Так, у нас практически блюдо готово, но осталось сформировать все наши ингредиенты. Ну вот сейчас мы Так. положим зелень. В фарше у нас уже лук, зелень, петрушка, хотя я про Нет, петрушку, это кинза, кинза. укроп, чесночок. Да, обязательно. Так, А ты любишь чеснок? очень. Очень нормально. Здесь у нас картошечка, проверяем. Опа, Нормально? все отлично. Это для гарнира. Так, Значит, мы здесь сейчас- я вижу что? Горчица, кетчуп и манка. Для чего нам манка в этом блюде? Манка, чтобы, понимаешь, сформировать Рулет. рулет, получается, да? Манка нам в этом поможет. Связующее звено. Да. Так, манку мы тоже туда добавляем. Яйца это потом получается у нас. Да. Соль, перец. Нам еще вода нужна. Так, пожалуйста, Да, стаканчик воды. водички, да. Тоже туда добавляем. Да, добавляем потихонечку, да, вот так. И все мешаем рукой. Да, да, обязательно. Так, и я смешаю сейчас Так. горчицу Да, и кетчуп. это нам пригодится чуть позже, когда уже почти наше блюдо приготовится. Мы там уже просто будем добавлять. Ну, все увидишь чуть позже. Итак, Пока зрители все запомнили, я запомнил тоже. Продолжаем готовить. Так, отлично. Филюс, продолжаем. Расскажи, пожалуйста, чем сейчас, в 2015 году, занимается Филюс Кагиров? Ну, во-первых, у меня концертная деятельность, она продолжается. И вот в конце февраля мы в Екатеринбург, в Оренбург поедем, потом... То есть гастроли по России? Да. Это у нас продолжается. Кроме этого, естественно, для гастролей что надо? Надо новые песни какие-то, да. Новые песни. Больше всего это, получается, мы... Вот сейчас мы даем концерты. Это мы уже подготовились, значит, с лета на этот сезон. Когда уже сезон закончится, мы уже будем продолжать готовиться на следующую. Ну да? хорошо, сезон 2015. Чем будешь удивлять зрителей? Удивлять, не удивлять, самое главное, процесс, чтобы шел, да? Чтобы песнями, какими-то участием на каких-то проектах. Вот, допустим, мы участвовали недавно, вот еще в августе 2014 года Эльмир Низамов написал рок-оперу, ну, мы уже как назвали его мюзикл, да, «Алтын Казан». Мы показывали это на улице, вот, где у нас новый дворец бракосочетания. Конечно, грандиозное шоу, тут собралась масса народу, да. Что-то говорили, что больше, по-моему,
то ли 20-30 тысяч То народу. есть все твои родственники пришли, да? Да, и, конечно, это на либретто Рената Хариса, народного поэта. И тут участвовали такие знаменитости, как Эльмира Калимуллина, Артур Исламов, Айдар Сулейманов. Филюс Кагиров. Да, ну, там же, где-то, между прочим. Там же, да. Вот. До этого я участвовал в опере Гуно «Ромео и Джульетта». Ну, я не зря сказал, что ты татарский Ромео. Все-таки это любимая твоя роль, нет? Но они все любимые как-то, они по-разному близки все. И татарский, вот Алтынчаевич опера, да, Назипа Жиганова, в свое время мы ставили Жевдат Фази «Башмачки», там Галимжана я играл. И пел тоже. Кстати, Да. не зря ты сказал пел. Самое время, я думаю, перед тем, как мы сформируем наш рулет, спеть еще одну красивую песню. Руслан, я спою из музыкальной комедии «Башмачки» Жевдата Фази песенку Галимжана. Ну, такая песня. Башмак, 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 кемнер yürüyken taşlap, yaratığımını bilirsin, şuşu belelerden başlap, yaratığımını bilirsin, şuşu belelerden başlap. Вот, шунды, ребят. Мы сейчас добавляем соль. Да. Так, перчик. Перца можно побольше. Да. Все это сейчас быстренько перемешаем. И самое интересное, прямо сейчас мы будем формировать рулет. И формировать мы будем на фольге. А почему и зачем, узнаете через секунду. Итак, самое интересное в нашем блюде, как же получается рулет. А получается он очень легко. Мы на тоненькую обычную столовую фольгу выкладываем примерно 1 сантиметр фарша. Так, Филипп сейчас все это продемонстрирует нам. Так. Ну, примерно вот так. Все, у нас готово. И самое интересное, зрители думают, а где же здесь ямурка? Да. Расскажи нам, Филюс, как все это вот умещается сюда. Юморка, значит, вот. Вот просто так, сверху, да? Сверху мы просто вот кладем. Вот То есть мы не разрезаем их, не мельчим. Нет, ничего, вот целиком вот так. Это и есть начинка нашего рулета. Да, кстати, начинка, она всяко разная, то есть кому как по душе, что любит там, ну, всяко можно как начинку сделать. Поэтому мы в данный момент берем яйцо. Мне нравится. Оно в разрезе потом будет красивым. Итак, последний штрих. Да. Мы закрываем наш рулет так, чтобы начинки не было видно. Так, Филюс, а сколько мы готовим наш рулет в печи? Ну, минут 30-40. Вот так. Так, подожди, а соус? Соус это потом. Так, вот он наш рулетик. Его аккуратно Аккуратно. перемещаем на противень. И отправляем в духовку на 30 минут. Через 30 минут мы его обмажем специальным соусом из горчицы и кетчупа. Киттек. Опа. Осторожненько. Бисмиллахиррахманиррахим. Подождем немного, дорогие друзья, и обязательно попробуем блюдо по рецепту Филюса Кагирова. Итле котлама йомырка белән. Мясной рулет с яйцом. Для начинки отварили яйца. Мясной фарш смешали с мелко нарезанным репчатым луком. Добавили сырое яйцо, манную крупу, мелко нарезанную зелень. Посолили, поперчили и все тщательно перемешали. Фарш разложили на фольге, разровняли, выложили яйца, свернули рулетом и запекали в духовке около 45-50 минут. Вот и прилетели 30 минут, и сейчас самое время обмазать наш рулет специальным соусом. Аккуратненько. Надо достать. Открывай. Как говорят татары, open. Open. Open, осторожненько. Так. Та-та-та-та-та. Оп. Ай-яй-яй-яй. Я бы, конечно, осторожненько. Вообще сразу бы все это съел. Так. Ой-ой-ой. Осторожнее, пошме. Сейчас. Большая красивая котлета получилась у нас здесь. Да. Так, и мы ровным слоем покрываем наш рулет, что добавит ему пикантность, Да. оригинальность и необычайный вкус. Буквально пару слов нашим зрителям про твою семью расскажи. Если у тебя дети, я знаю, что у тебя есть жена. Да, 2 года мы женаты, да, в браке, и у нас, слава Богу, так скажем, Аллаха шукр, родился сын в мае
того года получается. Скоро будет год уже ему. 14 год, да, да. Как назвал его? Айдар. Какие-то мудреные имена не стал искать, там что-то придумывать. Просто Айдар, Айдар, и все. и всё. Да. Айдар Коротко, Кагиров. ясно, да. Совсем скоро на экранах страны. Так, а мы сейчас отправляем наш рулетик еще примерно 5 минут. И здесь мы его уже не закрываем, наверное, да, Нет, фольгой? нет, ни в коем случае. Вот так. Ставлю. Скорее бы попробовать. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт сегодняшнего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и делитесь своими кулинарными секретами. Филюс сегодня поделился своим не менее замечательным секретом. И вот такая красота у нас получилась в разрезе. Именно это и есть тот самый секрет рулета с яйцом. Да. Филюс, По-моему, получилось все отлично. как говорят, ош и сикеле, ош и сикеле. Ну, бисмилля рахман рахим. Здесь у нас есть и картошечка, которую можно отломить немножечко, да? Да. Но все-таки я, Я люблю мясо, да? да, больше смотрю на фарш. Итак. Ну все вкусно получилось. Вкусно – это не то слово. Очень вкусно. Не зря же мы говорим «биг там лехам файдала». Действительно, фарш получился очень сочным. Да. И вот этот соус, который мы так обмазали, он придает что? Восхитительно неповторимый, незабываемый вкус. Вот так вот, друзья. Не верите? Приготовьте дома сами этот замечательный рулет, который готовится очень быстро на самом деле, да? Да. Ну и самое главное, красиво. Филюс, большое тебе спасибо за это замечательное блюдо, которое мы сейчас доедим с тобой. Но у меня есть подарок от нашего партнера. Кукмарский завод металлопосуды создал сковороду, отвечающую всем требованиям современной жизни. Посуда линии палитра, оригинальное цветовое решение, первоклассное антипригарное покрытие, толстостенный корпус и съемная ручка для оптимального хранения. Я думаю, что ты обязательно что-то должен приготовить для своих родственников на этой сковороде. А моя обязанность в конце программы сказать нашему гостю, если получилось вкусно, конечно же, Бигзур Ахмед. Спасибо, что пришел, приготовил, поднял нам настроение. Филюс Кагиров! Başımını saladım sallarga, şaykadım yılgalarda. Başımını saladım sallarga, şaykadım yılgalarda. Ayrılgaç yengil tügül, ayrılgaç yengil tügül, yaşarga dünyalarda. Ayrılgaç yengil tügül, ayrılgaç yengil tügül, yaşarga dünyalarda. До свидания, дорогие друзья. Салам алейкум. Смотрите нас каждую неделю.